Бахчисарай, свадьба, второй общий танец. На улице беседуют три господина. Мы не ногаи, не ялыбойские, мы настоящие крымские татары. Настоящие! Неловкая пауза тонет в хаотичном шуме открывающейся двери банкетного зала. Человек, элегантно подвыпивший, придерживая левой рукой откос здания, продолжал настаивать. Вот это ногаи, они со степей, степные. Ялыбойские, они вообще греко-поляко-саксонцы. А мы настоящие, чистые крымские татары. Собеседники по очереди выпускали шары дыма на вечерние фраки и немного щурились от молочного смога, отчаянно вслушиваясь в декламацию. Некоторые слова приходилось читать по губам, отчего общий смысл не страдал. Наоборот, беседа приобретала более глубокий и вдумчивый оттенок, отчего собеседники чувствовали важность монолога, и оправданные вялые паузы были просто необходимыми, как воздух. «А кто такие эти настоящие крымские татары?» – выплюнул один из собеседников, всматриваясь в контуры слабо освещенного лица виновника разговора. «Да где они живут и проживали? Откуда их корни, так сказать?» Третий собеседник молчал. Он приехал издалека в общем заказном автобусе и напрочь не понимал местной конъюнктуры. Сболтнуть лишнего не входило в его планы, как, впрочем, и уводить разговор в русло джанкойской поливной проблемы ему тоже не хотелось. Человек в этих краях он был новый, и посему и дышалось ему не так вальяжно. Вел он себя подобающе, как дальний родственник сестры жены, что давало ему право игнорировать абсолютно все беседы. Хотя участником этого диалога он стал по случайности и вынужденно. Он делал вид интересного собеседника. Модератор диалога, выслушав каверзный и довольно наводящий вопрос, выпрямился и поправил осанку. Настоящие крымские татары, бахчисарайские, чистые. Кто-то оставил дверь банкетного зала открытой, и шлягеры Верки Сердючки залили светом и позитивом прикрыльцовую курилку. Люди перестали слышать друг друга, вечер окрашивался в ночь, холодало. Маленький человек под 60 потушил сигарету об край скамьи, вздохнул и пошел в зал, приговаривая: увезли из Крыма татов, ялыбойских и ногаев, а вернулись помимо них самаркандские и вот те раз бахчисарайские.